У нас в условиях пандемии пресс-конференция практически проходит в онлайн-формате. Зрителей в зале не совсем много, сегодня рабочий день. Но прямая ссылка, которая есть сейчас размещена в соцсетях, работает. И эта запись останется в YouTube, ее можно будет посмотреть чуть позже. Вся наша пресс-конференция посвящена событию, экспедиционному проекту, который команда ErgoExpo сделала здесь, в Якутии. Целей у этого проекта было несколько. Он был посвящен столетию образования Республики Саха-Якутия. Он был посвящен созданию нового туристического маршрута на территории Республики Саха-Якутия, в частности в арктических улусах. И он был посвящен еще дополнительной тест-драйву техники определенную, которую мы тоже делали. Параллельно было несколько целей. Сейчас здесь у нас находится часть команды, не вся. Часть команды уже уехала на Большую Землю. Вот здесь остался Александр Еликов, Саша арктический гид и проводник. Остался Саша Коваль, наш фотограф арктический, и Антон Голиков, оператор, кто снимал весь сезон на видео и кто, собственно, будет монтировать это видео уже в итоговый фильм. По итогам этой экспедиции у нас планируется примерно где-то 10-11 серийный фильм. Фильм будет рассказывать про Арктику, про природу, про людей, которые живут, про историю края, про полярную метеостанцию. И самое главное, будет рассказывать про уникальное место, которое находится на территории Республики Саха-Якутия, про самую северную континентальную точку не только Якутии, но и всего Дальнего Востока. Место интересное, у места очень большой потенциал, оно может стать большим туристическим объектом, местом притяжения, таким же местом, как Нордкап, это самая северная точка Норвегии и самая северная точка Европы, куда паломничество просто миллионов туристов со всего мира. То же самое и здесь. Мы понимаем, что сейчас активно будет развиваться внутренний туризм, поэтому эта точка тоже должна стать одной из популярных для внутреннего туризма. Ну и в случае, если наши китайские соседи и теперь уже близкие друзья будут тоже рассматривать Россию в формате туризма, эта точка является для них тоже знаковой, потому что они ассоциируют себя как раз с частью Дальнего Востока и тоже считаются, что это Восток, поэтому для китайцев это еще самая северная точка тоже. Вот, давайте, наверное, сейчас мы покажем вам эту самую северную точку, вот, то есть почему мы поехали туда, для чего. Посмотрим минутный ролик, он отобразит всю красоту мыса Шелакского, и после этого мы уже продолжим общаться. Да, мыс Пакса, прошу прощения. На самом деле очень красивое место, вживую еще красивее. Как его уже окрестили в интернет-пространстве, Восточный полюс и голова дракона, потому что он действительно похож либо на корабль, прорезающий море. Напомню, что слева и справа и перед ним это море Лаптевых. Из-за течения, которое находится с правой стороны от мыса Пакса, оно не замерзает. Там открытая вода, даже в самую лютую зиму, поля торошения, все это невероятно красиво. Сам мыс возвышается на высоте около 50 метров, отвесные скалы, просто вот говорю, напоминает корабль, разрезающий море.
и потенциал у него просто невероятный. Географический, внешне он выглядит очень круто, и поэтому планов у нас по развитию туристического кластера как раз в двух улусах, Валенкийский, ну, в Анабарском и вот в Оленьке еще, Оленёкском, да, то здесь потенциал очень большой, есть огромное количество планов, есть желание сделать эту точку более знаковой, помимо природного такого вот величия, которое у нее есть, установить туда такую информативную географическую точку, как стеллу, для того, чтобы туристы, приезжающие туда, вот понимали, где они находятся. И еще одна уникальная особенность – это, то есть вот там за несколько метров до края этого мыса ты переходишь 74-ю параллель северной широты. Когда ты делаешь шаг, у тебя прям на GPS-трекере, на навигации переходит вот на 74-ю. То есть ты переступаешь здесь 74-ю широту. Это очень круто. И тоже это место нужно будет как-то отметить. Дополнительно на этом месте есть маяк, очень атмосферный, в хорошем состоянии. Его необходимо будет немножко восстановить. Вот. Ну и какие-то небольшие вещи там надо сделать в плане уборки мусора. Там есть часть железа, которая валяется. В общем, сделать туристические дорожки, чтобы по таким международным стандартам. Если все это сделать, то потенциал у места колоссальный. То есть, соответственно, от работы с туристами, в частности, от работы с иностранными туристами и с китайскими туристами, будет выгода всем. То есть самой республике, городу Якутск, как главному хабу, который будет принимать всех туристов, северным улусам, которые находятся как раз на пути этого маршрута, и малому среднему бизнесу и людям, которые там живут, потому что они активно включатся в сферу обслуживания. Коренные малочисленные народы могут делать там национальную одежду, которая может легко продаваться, сувениры, рыба, сушеная оленина и так далее. Вся продукция, которая производится внутри этих улусов, она может активно как раз продаваться туристам, и они ее будут и пользоваться, потому что это часть этой экзотики. Второй вопрос – это люди, которые там живут, часть этноса. Они действительно уникальны тем, что занимаются своим промыслом, который вот еще, так скажем, со стародавних времен, то есть и есть что показать. И якутские лошади, по-моему, одни из самых северных якутских лошадей, которые вот находятся в Анабарском улусе, и оленеводчество, и народный промысел. То есть вот поле для туристов просто не паханое. Поэтому мы надеемся, что на следующий год у нас получится привести первую туристическую группу, откатать маршрут и дальше это уже запускать на более серьезный уровень с постройкой там глэмпинга, с возможно постройкой какой-то базы туристической, с возможностью принимать вертолетные туры для VIP-клиентов, у которых ценят свое время, с возможностью принимать на мыс не только в зимний период, но и в летний период, потому что как бы зима, конечно, длинная, но многие знают, что все зависит здесь от становления и открытия зимников. Зимники открываются после Нового года и закрываются, когда все начинает таять. Поэтому этот период не такой большой. А если говорить про круглогодичную доставку туда туристов за счет судн на воздушных подушках, за счет вездеходов класса Трекол, которые не портят земельный покров и всю растительность, то есть максимально все должно быть эко, то тогда эти туры могут быть круглогодичными. А круглогодичный турист – это вообще замечательно. Вот, это примерно так. Я передам слово Александру Еликову, и я думаю, что он еще как раз добавит и еще много чего интересного расскажет. Да, ну, самое главное, я хочу добавить о том, что при том, что это самая северная точка Дальнего Востока, она имеет относительную доступность. То есть достаточно сложно попасть на мыс Челюскин, достаточно сложно попасть на мыс Дежнево, это крайние точки Евразии, да, то есть там фактически были единицы людей со всего мира, и туда как долго по времени добираться, так долго и так дорого очень и по деньгам.
Здесь же у нас сам мыс Пакса находится в 120 километрах от Юрюн-Хая. Что такое Юрюн-Хая? Это зимник Анабар, который, проехав все зимники Якутии, я могу сказать одним из самых, могу его назвать одним из самых простых зимников. То есть тут нету наледей, тут нету каких-то сложностей в плане преодоления бездорожья. То есть в Юрюн-Хая ездят обычные такси хайсы, автобусы, массово, то есть добраться до крайней точки, причем при том, что Юрюн-Хая является самым северным населенным пунктом Якутии и всего Дальнего Востока. Это уже, можно сказать, ее назвать такой знаковой точкой. От Юрюн-Хая по реке Анабар достаточно такой накатанный след Урала идет до полярной метеостанции, около 60 километров. Полярная метеостанция является вообще в принципе самым северным материковым таким очагом цивилизации, где круглогодично живут люди. Ее тоже нужно будет задействовать обязательно именно в плане туризма, потому что все-таки полярники, настоящие полярники, которые живут отрезанные от всей цивилизации, от населенных пунктов, от всего. На данный момент там живут 2 человека, молодая пара, муж с женой, которые уже 2 года не были на материке и не видят людей практически никогда, то есть раз в год к ним привозят провизию, и в принципе все. То есть от полярной метеостанции около 120 километров мы доехали туда, на мыс, на стандартных автомобилях, на абсолютно стоковых Toyota Land Cruiser 300. Никаких доработок мы не делали. Это говорит о том, что не так сложно, не так много бездорожья, и при условии, если туда наладить поток на тех же треколах, на тех же внедорожниках, слегка подготовленных, то туда можно очень легко накатать зимник. Он идет сначала он идет половину пути по Припаю, то есть по берегу Анабарского залива, и еще полпути он идет по водоразделу полуострова Нордвик. Мыс Пакса находится на полуострове Нордвик. Там абсолютная равнина, там нету никаких кустов, ничего, там травка, то есть это уже настолько северная широта, что там преобладание зоны арктических пустынь. То есть там нет ничего, кроме низенькой маленькой травки. Поэтому в плане преодоления бездорожья зимой, во время зимников, там я не увидел ничего такого, что может нас отодвинуть от массовости посещения. То есть если катать туда хотя бы раз в неделю на каких-то автомобилях подготовленных, то этот зимник позволит ездить на любом стандартном внедорожнике туда. Поэтому мыс Пакса не так далеко, как это кажется, и не так труднодоступен, как это кажется. И считаю тоже это огромным плюсом, и как раз-таки плюсом в плане развития этого места. Вот, что еще могу добавить? Добавить то, что полярная метеостанция, все слышали, да, кто такие полярники вроде бы, и посетить ее нужно обязательно, прям вот проникнуться, зайти на метеоплощадку, зайти внутрь, постучать ключом, вот эта морзянка, которой когда-то и пользовались им все. И вот путешествуя по арктической части Якутии, я знаю, где находятся все полярные метеостанции, и всегда их посещаю, и каждый раз это вызывает бурю эмоций, бурю какого-то восторга и уважения к этим людям, к настоящим полярникам, которые там живут отрезанно от всего мира. То есть это тоже точка притяжения, точка такого интересного изучения Арктики, да, к которой можно реально прикоснуться. А если, представляете, если еще эти полярники начнут выдавать какой-то сертификат, в который ставить печать настоящего Polar Station какой-нибудь, да, то я думаю, это эмоции будут на всю жизнь. Они не то, что если, а они точно будут делать. Однозначно. Если мы, вот наши планы и концепция по развитию этого туристического места, созданием большого туристического кластера, в котором будут задействованы авиакомпании, которые будут предоставлять, скорее всего, чартерные рейсы, потому что регулярные просто не хватит пассажиропотока по прогнозам. Трансфер, который будут организовывать местные, гостиницы, которые будут организованы местными в населенных пунктах этих улусов. Возможно, какая-то туристическая база, транспортная компания, которая должна предоставлять услуги в плане треколов.
бизнес, который будет продавать сувениры, оленеводы, которые будут делать одежду из своей национальной тоже для продажи, там варежки, шапки, то, что вот просто будут разлетаться. И сертификат о посещении самой северной континентальной точки Дальнего Востока, Восточного полюса такого вот, я думаю, что это будет нормой, потому что вот я был на Северном полюсе, и сертификат о посещении Северного полюса, когда я его периодически вижу, вот он-то у меня то на стене висел, сейчас пока нет, но вообще в целом. То есть ты когда его видишь, на тебя сразу нахлынывают те эмоции, вот, которые у тебя были, когда ты был в этой точке. Поэтому если мы говорим, что вот на Северном полюсе дают, на Южном полюсе дают, значит здесь в Якутии на Восточном полюсе тоже будет обязательно сертификат. И дополнительно создание этой инфраструктуры, оно может уходить просто вот и дальше, и дальше, и дальше. То есть создание снегоходных туров, создание этнических туров, где на оленях упряжках могут возить по какому-то небольшому маршруту. Как я уже говорил, VIP-пассажиры, которые могут прилетать туда на вертолетах. Дополнительно могут сопутствующие туристические вещи, как рыбалка, охота, которая тоже есть в этих улусах. Турист, который приезжает сюда в регион, он приехал в Якутск. В Якутске он в любом случае будет тоже ходить по местам туристическим, и усадьба Атласовых, там и музей, и этнографический комплекс Чармуран. А если есть еще больше времени, то и Микон, и так далее, и так далее. То есть Ленские столбы, возможно, Синские, Ботомские, и у Кстиванабари есть свои столбы, тоже очень красивые. То есть мы говорим о том, что будет привлечен дополнительный поток туристов. Мы говорим о том, что в целом место мыс Пакса может стать таким же известным, как мыс Нордкап, как Териберка и так далее, это как Аймикон. То есть сейчас это определенные такие локальные бренды, вот он может стать таким же. В теории такие места притяжения могут сформировать финальную концепцию вообще всего региона, потому что на сегодняшний день Республика Саха-Якутия — это тот регион, который монетизирует мороз. Вот кто-то монетизирует нефть, кто-то монетизирует солнце, когда ты приезжаешь, ты загораешь у него, кто-то монетизирует что-то еще. Вы монетизируете мороз. То есть к вам люди едут померзнуть, там, чтобы у них вот, или в инии были ресницы, вода из термоса превратилась в пар, там, заморозить доширак, банан, там что-нибудь еще. То есть мороз. Вы монетизируете мороз. И делаете это очень хорошо. Поэтому логично, что если будет самая северная точка самого морозного места, полюс, такой это восточный полюс, то тогда вообще все сойдется. И здесь нужно будет прорабатывать дальнейшую концепцию продвижения Якутии как раз по созданию именно бренда Якутии. То есть есть мощные бренды, такие как Кавказ, Алтай, Крым и так далее, и так далее. Якутия тоже бренд, но все-таки те помощнее. И вот создание таких локальных точек будет позволять увеличить именно бренд республики. Собственно, если у нас это получится при поддержке, безусловно, местного бизнеса, местных туроператоров, которые должны в любом случае принимать тот поток, то с нашей стороны сейчас основной и самый первый вопрос — это создание вот этой концепции, которую мы уже сделали, этого места. И второй самый главный вопрос — это его популяризация. То есть это видео, это посты, это вирусные ролики и прежде всего это отправка информации нашим китайским партнерам. Есть одни партнеры, с кем уже ведутся переговоры, есть еще партнеры, которые, ну они еще не партнеры, но уже выходили на нас после информации об этом месте, поэтому в любом случае в Китай будет также отправляться эта информация для того, чтобы крупные китайские туроператоры оценили потенциал, приехали сюда с тестовым так называемым первым туром, посмотрели все своими глазами, и если их все устраивает, то направили сюда большой поток туристов из Поднебесной. Вот примерно такие планы. Причем еще дополню по поводу локаций, как вот Богдан сказал, что можно на снегоходах какие-то туры устроить, на оленях. Еще прям рядом, буквально в нескольких десятках километров, сам вот этот мыс Пакса находится на полуострове Нордвик, повторюсь, да. Полуостров Нордвик омывают с двух сторон. Справа омывает Анабарский залив,
Слева бухта Нордвик. Вот в бухте Нордвик в нескольких десятках километрах находится граница Сибири и Дальнего Востока. То есть буквально никуда не уезжая, на тех же снегоходах или на том же транспорте, на котором прибыли на мыс, можно прокатиться вдоль берега, и там тоже нужно будет обязательно ставить стеллу и перешагивать, знаете, как переходят часовые пояса, переходят Европу, Азию, точно так же сделать стеллу, где можно перешагнуть в Сибирь, да, то есть знак слева будет у нас на западе Сибирь, справа Дальний Восток. То есть такая же географическая точка находится прямо совсем рядом. Плюс еще по поводу лошадей. Проехав всю арктическую часть Якутии, видев везде, где находятся лошади, пожалуй, могу заявить, что самые северные в мире лошади находятся именно в Анабарском улусе, именно в селе Сыскалах. Потому что по северной широте, севернее я точно лошадей не видел. И это тоже можно преподносить именно как о суровости коневодства и рассказывать об особенностях коневодства именно вот, в Анапарском районе. Думаю, тоже это будет народу очень интересно и посмотреть, и услышать об этом, обо всем. Ну, давайте потихонечку перейдем к вопросам. Вот начнем с вопроса, который сейчас в прямой трансляции в YouTube задали. Давайте я его зачитаю. Сколько займет обустройство базы и сколько будут стоить туры? Ну, по порядку. Обустройство базы, в принципе, там есть несколько вопросов. Вопрос первый по выделению этой земли под ее постройку. Второй вопрос по организации маршрута до доставки до этой базы, потому что зона относится к зоне покоя, к зоне, где пасутся олени, как раз домашние. Но сам мыс, он такой, так скажем, узкий и слишком отвесный. Туда явно никто никогда оленей не загоняет, потому что там просто это опасно для них. Вот, в первую очередь. Сейчас вот как раз определяется именно возможность этой земли под застройку, можно ли там это делать. Безусловно, это все будет делаться в формате таком эко. Будем брать опыт скандинавских стран, которые очень деликатно интегрируют свою архитектуру в природу. То есть можно, вот я был поражен, когда приехал в Хельсинки, и во дворе одного из жилого дома просто гигантские валуны. Вот у нас бы этот валун убрали, а это часть скалы, которая просто торчит, и она так вокруг нее деликатно. С одной стороны к ней подведен асфальт, прям вплотную, а с другой стороны просто вот крошка вот этой вот скалы рядом, которая была. Это все настолько деликатно интегрировано. Позже я вышел ранним утром на прогулку, а вокруг зайцы дикие просто вот. И потом мне сказали, что да, они тут бегают, как бы вот, у них тут тропы были, где мы тут ничего не застроили, где у них были, они там ходят. Такая же и здесь задача с максимальной максимально экологично, с нулевым, так скажем, вмешательством в природу, да, то есть эти домики должны быть там супер аккуратные. В первую очередь мы сейчас смотрим на возможность размещения глэмпингов. Есть уже опыт использования глэмпинга при низких температурах, есть опыт использования глэмпинга, где есть ветра в Арктике. Поэтому сейчас будем смотреть первую часть на глэмпинг. Это быстро возводимый при минимальных затратах и усилиях. После того, когда будет принято решение о том, что строить базу, я думаю, что за год она будет готова и введена в эксплуатацию. А в дальнейшем уже после понимания потока, если откроют границы с нашими соседями, и если наш внутренний турист будет ездить сюда хорошо, то есть это, как всегда, исследование рынка, потому что можно как бы предполагать, можно думать, но нужно реально смотреть, как будет двигаться рынок. Если туристический поток сюда будет большой, то дальше уже можно будет говорить о чем-то, о возведении чего-то большого. Но, повторюсь еще раз, на базе, вот именно на самом мысу не хочется ничего строить. То есть там есть аутентичный маяк, он должен остаться. В километре от мыса, вглубь его, то есть не к окраину, а вглубь материка, там, да, безусловно, сделать вертолетную площадку, сделать этот глэмпинг, который быстро возводимый, и в случае, если его оттуда убрать, то он практически будет незаметно его местонахождение. То есть такое деликатное вот его размещение. Все основные постройки все-таки будут сделаны на территории поселков, на территории, где проживают оленеводы, для того, чтобы это вот показать их быт. Это Сыскалах, это Оленек, это Ерон-Хая
и полярная метеостанция Анабар. Вот это будут основные, то есть постройки. Они также, я думаю, что будут планово вводиться. Там должен быть частный бизнес, должен быть местные власти, должны быть местный бизнес, который занимается, скорее всего, изысканием. Ну вот это логично. То есть компании, которые занимаются изысканием, в частности, алмазов на этих северных регионах, то есть они должны здесь как-то поучаствовать. Но начинать надо с самого простого. Это мы сейчас с вами вообще ушли совсем уж, так скажем, в большие дебри. Первое, что нужно сделать, это просто очистить этот мыс от мусора, от загрязнения. Если вы видели на видео, там есть металл, там есть старое строение аккумуляторное, где хранились блоки как раз для обеспечения энергии маяка. Это все в таком вот в полуразрушенном состоянии. Вот это нужно убрать в первую очередь, чтобы даже если туда привозить диких туристов, даже в этом случае мыс должен быть красивый. Второе, что нужно сделать, и желательно этим летом, это запустить конкурс среди архитекторов, для того, чтобы архитекторы предложили свой вариант стеллы, который там можно установить. Это, наверное, даже не просто архитекторов, а вообще, в принципе, во всей республике Саха-Якутия. Я думаю, что можно... Чтобы каждый мог поучаствовать. Да. Ну, смотри, тут все-таки вопрос, смотри, нарисовать же можно одно, а реализовать его потом как? То есть архитекторы... Либо архитекторы предложили свои варианты, а жители республики проголосовали. Однозначно. Но его должен делать точно архитектор, потому что он потом его будет реализовывать. Я могу предложить там сделать, к примеру, что-то одно, кто это потом реализует. То есть это должно быть как и техническая часть, архитектурная и техническая, по-другому никак. Тут уже нужно подумать, так как это стелла Дальнего Востока всего, то возможно вообще по всему Дальнему Востоку произойдет. Еще больше придать масштабности этому проекту. Разработать стеллу, выбрать ее, какая она будет. После этого разместить ее там, и тогда мы получим с вами, даже если пассажиропоток, туристический, вернее, поток будет маленький, то что получит регион? Убранное от загрязнения красивое место, стелла с информативным географическим знаком, говорящий о том, что это самая северная континентальная точка Якутии и Дальнего Востока, и уже возможность даже дикому туристу, в кавычках, приехать туда и увидеть это красивейшее место не загаженным остатками цивилизации, старыми аккумуляторами, да, а уже такой вот в первозданной красоте. И дальше следующий этап — это уже, безусловно, привлечение инвестиций. Но перед тем, как все это делать, на следующий год мы планируем привести сюда первую пробную группу туристов. Возможно, их будет несколько. И уже на основании обратной связи от туристов мы уже поймем, действительно это вау не только для нас, но и для других людей. Поймем, что им интересно, что бы им еще хотелось. И уже после этого будет, так скажем, концепция будет не то, что не переработана, а адаптирована под обратную связь от туристов, и уже принято решение об инвестировании в этот проект. Вот примерно так. Но планы у нашей команды именно сделать еще одно очередное место притяжения, еще один Аймикон, еще одну Териберку, еще один Ольхон на Байкале. То есть это место внутри уже интересного места. Интересное место — это ваша республика Саха-Якутия, которая сама по себе красивая и такая вот, как алмаз. Но из нее можно сделать бриллиант. Если есть вопросы, ребят, не стесняйтесь, нас немного, но, как говорится, нужно единственное за вопрос задать обязательно в микрофон, потому что основной упор у нас сделан как раз на онлайн-трансляцию. Ну, давайте я стесняться не буду. Такое, если вы раз слышно? Да. Там у нас по пути Вольнёк есть подземный, в 1974 году был произведен мирный подземный ядерный взрыв. Вот это можно тоже показывать туристам. Если обойти все, там есть такой саркофаг, но зимой вы не увидите его. Там все в снегу, особенно летом, очень хорошо видно там. Я думаю, это показать им, они сами удивятся. Ну вот мы как раз об этой информации слышали, но уже когда уехали оттуда. И позже все правильно сказали, что зимой его практически не видно. То есть не зная точку, ты просто проедешь мимо, потому что там все-таки сотни километров, и вот надо знать точку. Там много
очень много таких интересных точек. И сейчас мы проехали на предмет того, чтобы просто понимать, можно ли туда доехать на стоковой машине. Да, можно. Значит, на подготовленном треколе или на немного подготовленном автомобиле можно спокойно вести туристов, уже комфортно. А как раз наличие этих природных точек, там их столько, вот и природных, и не только, что составляет тур для кого хочется. Кто-то хочет птичек посмотреть, пожалуйста, мы вас привезем сюда, вот тут гнездятся птички. Кто-то хочет на рыбалку, пожалуйста, вот вам река, которая уходит в сторону, здесь там есть, например, Таймень, там, например, и так далее, и так далее. Хотите оленеводов, вот вам оленеводы. Хотите полярную станцию, посмотреть, как живут полярники, вот полярники. Хотите мыс, вот вам мыс. То есть мест притяжения и мест создания, так скажем, вот самое же главное вообще в турпродукте – это занять туриста. То есть он едет ради чего-то одного, но параллельно он должен там вот люди, приезжающие в Аймикон, Аймикон для них это вот точка, куда они приехали. Параллельно здесь они зашли в музей, посмотрели это, поели строганини, провели обряд, зашли сюда, встретились с Чингисханом, искупались в Индигирке и так далее, и так далее. И только в конце вот Аймикон. Они пришли, у Стеллы сфотали и ушли. Если бы они ехали только ради Стеллы, то это было бы просто вот. И поэтому скучно было бы. Поэтому здесь есть огромное наполнение именно вот туристическое. Также нужно и там. И чем его наполнять, там точно есть. Да, тут дополню, что вот правильное замечание про саркофаг, да, и многим это точно будет интересно. И вот как Богдан сказал про птичек, прелесть еще этого места в том, что рядом находится, прям буквально в нескольких километрах находится остров Большой Бегичев, на котором есть овцебыки, которые там, дикие овцебыки, абсолютно спокойно пасутся, и которые гарантированно можно приехать туда и, полюбоваться ими. Плюс там необычный, самый, наверное, необычный олень, они там питаются морской капустой. То есть это, как нам сказали, если говорить о мясе, то это прям такого мяса нигде вы никогда не попробуете. Ну и плюс просто посмотреть, как олени, стадо оленей, которое живет на морской капусте. То есть это очень необычно. Ну и, конечно же, там белые медведи. То есть мы их не увидели. Мы не увидели даже следов. Но в летний период и в межсезонье, весна-осень, те же полярники на метеостанции Анабар говорят, что прям каждый год медведи приходят. То есть на мысе они 100% есть, и все шансы безопасно увидеть с высоты обрыва мыса внизу как раз-таки вот это все торошение, они внизу там все ходят и бродят. То есть все шансы есть. И это очень здорово. Спасибо. Еще такой вопрос. Сколько Наташи было с вами? Сколько еще раз? Сколько было Наташ с вами? Ни одной. Ни одной Наташи? Ни одной Наташи. Как машины зимовые ночи проживали? А вот здесь как раз мы возвращаемся к тест-драйву. У нас все-таки был тест-драйв нового внедорожника, и мы его, как говорится, по полной программе. То есть мы глушили в машину там до минус 40, после минус 40 мы ее уже, конечно, не глушили. За все время машина один раз заехала в гараж, и то, когда мы уже возвращались назад, мы попали в пургу, она вся внутри набилась снегом в подвеске, и мы ее просто завезли отогреть, потому что уже даже дверь багажника плохо открывалась, все было в снегу. Машины отработали хорошо, и поэтому если бы мы взяли Наташу, то тогда, во-первых, не было бы настоящего теста, не получился бы тест. Мы бы до конца не понимали, как вот она держит мороз. Ну а второе, все-таки наши жены бы, наверное, расстроились, если бы мы взяли с собой Наташу. Спасибо. Поэтому Наташи с нами не было. Да. Давайте сейчас параллельно еще второй вопрос с YouTube. Здравствуйте, а когда выйдут выпуски про экспедицию? Выпуски про экспедицию, на этот вопрос ответит Антон Голиков, оператор и видеограф нашей экспедиции. Выпуски будут со следующей недели. Кратенько. Расскажи еще про этот самый, вообще в целом про видео, что снял, какой материал, что там. Что ждать зрителям? Да. Зрителям в этом сезоне предстоит ожидать очень много квадрокоптера, очень много красивых мест, красивых локаций, много красивого и уникального этноса, людей, которые здесь проживают. Вот. Тоже каждую среду будет, да? Да, каждую среду.
Спасибо, Антон. Но снимает он лучше, чем говорит, вообще 250%, а монтирует еще лучше. Давайте еще один вопрос из YouTube. Здравствуйте, а были ли опасные моменты во время экспедиции? Расскажите про это. Саш, давай ты расскажи про опасные моменты, и я расскажу про другой опасный момент. Знаете, часто нам говорят, что нам постоянно способствует какое-то везение. Так вот, я всегда говорю, что везение – это дело рук человека. То есть все опасные моменты, есть хорошее выражение по этому поводу, все красивые фоточки на бездорожье есть результат грубой ошибки пилотирования. Вот все опасные моменты, как часто это бывает, возникают вследствие каких-то ошибок. С нашей радости, к серьезному подходу нашему, опасных моментов в этой поездке не было даже близко. И, как правило, во всех наших поездках их, если есть какой-то минимум, то они не опасные, а просто такие заставляющие немножко подумать и принять какое-то быстрое решение. Но об опасности как таковой речь обычно не идет. Да, Саша все правильно сказал. Это называется, наверное, профессионализм. То есть, когда мы первый раз приехали, каждый из нас в Арктику, глаза горели, и мы многое делали в первый раз, то сейчас ты уже четко знаешь. Это как в первый раз поехать на велосипеде. Ты едешь на велосипеде, где-то упал, где-то получилось, где-то что-то еще. Но когда ты научился на нем ехать, даже если ты через 10 лет сядешь на велосипед, ты сядешь и сразу на нем поедешь. Это навык, который остается у тебя на всю жизнь. Так же и с Арктикой. Когда ты умеешь читать снег, когда ты четко и хорошо работаешь в команде, когда ты профессионал своего дела, то, в принципе, и экстремальные опасные случаи становятся обычными штатными случаями, с которыми ты справляешься уже машинально. То есть случилась какая-то ситуация, сразу принимается решение, и случай не становится экстремальным, а становится обычным. Но все-таки я расскажу про один случай, который был чуть-чуть экстремальный. Ну, наверное, не экстремальный, но все-таки был же, что-то же должно же было случиться. В общем, когда мы выехали уже практически с Зимника и выезжали так называемый в открытый космос, перед тем, когда уже все дороги заканчиваются, даже уже песцы там не бегают. Вот. У нас машины были полностью забиты грузом, прямо под самый потолок. И у нас была палатка такая металлическая, с металлическим таким, как штативчиком. Вот. И она там у нас так периодически на кочках что-то стучала в стену, то в стекло, мы не слышали, что это стекло. Вот. И на одной кочке сильно мотыльнуло, и она разбивает нам заднее стекло багажника автомобиля. Поднимается пурга, температура где-то минус 30, минус 35. Мы понимаем, что сейчас вот мы с этой форточкой как бы вкусим все прелести Арктики. И буквально еще пару часов, и машин просто запечатает снегом. Вот. И у нас, благо, было с собой две гениальные вещи, которые вообще придуманы человечеством. Это картонка и скотч. Картонка была перед радиатором, мы достали ее, взяли скотч, замотали все это, вырезали из этой картонки стекло, скотчем его приклеили, и вот сейчас машина стоит на паркинге до сих пор с этим handmade стеклом, да. Вот, поэтому это, наверное, был самый экстремальный момент, и заметить нужно, что как раз перед этим мы не покормили местного духа Байная. Вот, мы сразу остановились после этого, взяли оладушки, оставили их, попросили хорошей дороги, поблагодарили за ту хорошую дорогу, которая у нас была до этого. И вот, вернувшись сюда, мы приехали абсолютно без единого прокола, без какой-то вот проблемы. Все было хорошо. Поэтому вот это, наверное, был самый экстремальный момент. А какой будет первый поток туристов, состав и количество? Состав. Здесь нельзя точно сказать, потому что еще мы только возвращаемся оттуда. Но я точно могу сказать даже по запрещенным соцсетям, не буду называть их вслух, что уже куча народу спрашивает, как туда попасть, как с вами туда поехать, как вообще, какие подробности. То есть народу стало это интересно. На следующий год мы планировали уехать на Сахалин, Чукотку и Камчатку. То сейчас решили не покидать Якутию, а оставаться в очередной год снова в Якутии, снова ехать сюда. Да, и уже ехать не одни, уже ехать дополнительно с группами туристов. Может быть, даже несколько раз. Сейчас мы точно не можем сказать, так как это еще все только вот на стадии зарождения.
Но мы точно говорим, что основная наша цель следующей зимы – это снова возвращение в Анабарский улус, снова возвращение в Якутию и посвящение всей нашей работы и всех наших путешествий следующей зимы именно сюда. Ну, то есть, да, это то, мы о чем говорим, что так случилось, что крупные международные проекты сейчас у нас стали на паузу, и поэтому все свои силы мы направляем сюда. А так как этот регион для нас, уже для каждого по-своему становится родным, то мы решили, что и туристический потенциал нужно раскрывать из того региона, где мы были. Я был больше всего здесь, из всех других арктических регионов. То есть в Чукотке я был меньше, в Ямале был меньше, а вот здесь был больше всего. Давайте дальше вопрос тоже еще из интернета. Кстати, хороший вопрос. Вот почему все в Якутии сейчас расскажу. Вы приезжаете в Якутию уже много лет. В одной из поездок вы сделали, то есть это сейчас мне говорят, Богдан сделал предложение своей девушке Владе на берегу океана Северного Ледовитого. А в этот раз чем особенным запомнилась поездка? Да, действительно, в 2016 году я сделал предложение своей будущей жене на южном берегу Северного Ледовитого океана, моря Лаптевых, если быть точнее. Она сказала «да». Как я шучу, если бы сказал «нет», я бы ее там оставил. И, собственно, поэтому для меня это еще один ответ на то, что регион это для меня по-своему дорог. То есть я родился и вырос в соседнем регионе в Магаданской области, там 200 с копейками по прямой до Имейкона, поэтому я здесь как дома, чувствую себя здесь хорошо. Ребята тоже получают по полное удовольствие от нахождения здесь, в Якутии. Это я могу вам точно заявить. 250%. Так что, если говорить, что еще было интересно, мыс Пакса. Этот мыс, который мы увидели с высоты птичьего полета, я говорю, это не передать словами. То есть ты находишься, представляете, край земли. И он обычно как? Ты приезжаешь на мыс, это он такой может быть как-то там либо просто горочка, да, либо просто там как в форме пляжа. И он не мысом обязательно, он все равно большой территории. А тут прям остроконечный мыс. То есть он прям конечный, все, он так. И 50 метров влево и вправо обрыв, море, это не передать словами. Когда ты еще стоишь на нем, это одно, там этот ветер, это ощущение. А когда мы подняли дрона и увидели, какие мы там эти маленькие бегаем, как блохи по собаке, но по красивой собаке, то это, конечно, это просто не передать словами. И именно увидев все это, именно мы точно приняли решение, что именно этот мыс, именно эта точка и наши силы по туризму должны быть направлены именно сюда, в этот регион. Да, добавлю про мыс. Правильно Богдан сказал. Это остроконечная скала фактически, да, с ровной поверхностью. И ты хоть на машине, хоть на чем ты не можешь доехать дальше маяка. Маяк стоит метрах, в 200, наверное, от самого кончика. И ты последние 200 метров с каждым шагом идешь, и у тебя реально ёкает сердце, потому что ты идешь, у тебя эти обрывы, они с двух сторон к тебе приближаются. И ты идешь. Мне даже прям я на телефон ты записал свои эмоции. И ты идешь, у тебя эти скалы тебя с двух сторон сжимают, и ты прям выходишь на самый-самый кончик. Там даже не 50 метров, там несколько метров. Шаг вправо, шаг влево, 30 или 50-метровые обрывы. Ощущения реально непередаваемые. То есть прям советую всем добраться до этого мыса и пройти эти 150-200 метров самому. И я прям больше чем уверен, вы получите обалденные эмоции. Причем ты идешь в этот пеший кусочек и пересекаешь 74-ю параллель и выходишь на самую северную оконечность Дальнего Востока Якутии. Очень незабываемо. Ты хотел сказать, что не советую вам добраться, а советую вам обратиться к нам, чтобы мы вас туда привезли. Да, мы знаем, как это сделать. Давайте еще вопрос из интернета. Так, тут их, кстати, очень много на самом деле. Подскажите, как машины себя проявили в данной экспедиции? Были ли какие-то серьезные проблемы во время поездки или все прошло по плану? Машины показали себя отлично, поломок не было никаких. От старта и до финиша мы доехали вообще без единой проблемы. Единственной поломкой это было разбитое стекло этим штативом, и все. Уже здесь по возвращению в Якутск мы заправились, скорее всего, летней плохой соляркой, и у нас прихватило топливную систему. Но это уже когда мы были через день
парковки отеля, где мы остановились. Вот все. В остальном мы завезли машину в теплый гараж, она отогрелась, и все, опять проблем никаких не было. Да, общий маршрут составил более 3000 километров, 6000 километров, 3000 в одну, 3000 в другую. От Якутска принципиально не загоняли в теплые гаражи. Все это время один раз, как Богдан сказал, мы заехали, и то превентивно, то есть не было никакой особой нужды. Принципиально не загоняли. Примерно половину ночей машины были заглушены и утром заводились в мороз до 35-40 градусов. Ниже 35-40 градусов мы их не глушили, то есть машины с сажевыми фильтрами, с кучей электроники стояли, молотили полностью по ночам. Никаких вопросов не возникло. То есть там есть продувка сажевого фильтра, она включалась сама автоматически, прожигал фильтр, и все, и машина снова работала в штатном режиме. То есть, в принципе, к новой современной машине с нормой Евро-6 в данной ситуации никаких вопросов у нас не возникло. Еще один вопрос из интернета. Какие модификации появились у вас в этой экспедиции в плане машин и экипировки? Ну, про машины мы уже сказали, это новые внедорожники от Toyota Land Cruiser 300. Действительно, их было интересно испытать, и было, честно, до конца непонятно, как себя машина поведет. Если с прошлыми машинами все было понятно, это была новая машина, огромное количество вот этих отзывов блогеров, которые говорили, что вот тут она болтается, вот тут это, и что-то как-то странно. Вот. Но оказалось, что все не так. Вот, поэтому первое это был тест автомобилей, а второе, ну, у нас была с нами новая экипировка. В этом году мы использовали норвежский бренд, и неспроста. Ребята, которые производят этот бренд, Bergens, они делали рюкзаки для экспедиции Амундсена на Южный полюс. То есть, когда было первое достижение Южного полюса людьми, то вот рюкзаки этой компании были у ребят. То есть это фирма с колоссальной историей. Они под нас полностью привезли вот эти вот парки красные, которые в России даже не продаются. Это как спецзаказом нам их сделали под наши нужды. Вся остальная экипировка, включая вот эти флиски, это уже обычная гражданская, которая продается в магазинах. Не знаю, как сейчас она там продается или нет, но в целом это большая часть вот экипировки, за исключением красных теплых курток, которые мы одевали всего там на 2 дня, вот в супер экстремальный холод, она обычная гражданская, но при этом отработала невероятно круто, за что вот, ну я могу сказать, что в ближайшие 2 года мы точно будем использовать эту экипировку, отработала очень хорошо. Наверное, если говорить про такие какие-то новые вещи, то, наверное, это все. Или что у нас еще было? Что-то еще было? Наверное, вот машина и экипировка. Наверное, вот все. Да. Северное сияние вы не видели? Не сезон. Ну, видели? Конечно, видели. Видели, у нас и фотографии, и видео были. А там было? Да, оно начинается у нас, как обычно, примерно с уровня полярного круга, частое северное сияние, и оно нас преследовало практически каждую ночь. То есть все-таки чем ты дальше забираешься на северные широты, тем больше шансов его увидеть, тем чаще оно там. И вся та неделя, которая мы были за полярным кругом, каждую ночь над нами сияла, и даже иногда цветное. Очень хорошо. Нужно еще рассказать, что самое красивое северное сияние мы видели на мысе Пакса. Северное сияние делится на несколько типов. Помимо того, что у них есть там разные цвета, мы сейчас не говорим а мы говорим именно про его составляющие. Первое, это когда ты видишь северное сияние в формате такой вот полоски. Это говорит о том, что оно сияет чуть дальше, в дальних широтах. Вот как здесь. Но здесь на самом деле часть полоски уходила сюда, но просто если бы фотограф поднял бы вот так вот вверх камеру, собственно, у нас на видео будет такой кадр, когда мы подняли камеру вверх, то вот это как раз вторая часть северного сияния, самая красивая, когда северное сияние полыхает прямо над тобой. И тогда ты видишь не просто полоску на небе, а ты видишь прям портал, который уходит вверх. И вот это вот второй раз в жизни, когда я видел такое северное сияние. Первое я видел на реке Нельгесе, когда мы в 2016 году ездили в Тикси, а второй раз я видел здесь вот на этой самой северной точке Якутии и Дальнего Востока. Еще такой вопрос, как мужчина, с собой вы возите оружие какое-нибудь такое? Вы же ночуете.
Ну, у нас есть оружие в обычное, то есть там я и охотник, и рыбак, у меня не одна единица оружия, но здесь немножко другое. То есть, что касаемо зверя, мы прекрасно понимаем, что у нас есть определенные вещи, это автомобили, там, даже если мы ночуем в палатке, то все равно это такой вот рядом с техникой. Мы с собой именно в такие поездки оружие не берем, потому что мы сюда едем не на охоту, и мы просто соблюдаем определенные правила безопасности, соблюдая которые, в принципе, зверь не подойдет просто так. Потому что сколько раз мы встречались с белым медведем, обычно, когда они видят нас, они убегают. Вот, то есть дикий белый медведь не такой любопытный, как тот дикий медведь, который приходит в населенные пункты, и он постепенно туда заходит. Он привыкает к тому, что эти человечки ходят. Он привыкает к запаху, ко всему, и потом плавно заходит. Нет такого, что он прям вот бегом врывается туда с Северного полюса там, и сразу к дому. Такого нету. Они заходят плавно, привыкая. Когда они встречают огромную движущуюся машину и каких-то странных человечков в Арктике, они отходят обычно в сторону, наблюдают, но если мы еще поднимаем дрона, чтобы их снять, они обычно как бы очень деликатно уходят. Еще такой вопрос. Как вам население местное? Эвенки, Кагиры, Долганы? Я считаю, что вообще республика Саха-Якутия по своей компоновке, то, что это огромная территория, на которой проживают разное количество разных народов, напоминает Россию в миниатюре. Это большая многонациональная республика, как наша большая многонациональная страна. Все гостеприимные. Каждый гостеприимный по-своему. То есть все гостеприимные. Вот абсолютно все. Вот начиная с самого первого улуса, который был у нас на маршруте нашего следования, до самого северного, до Анабарского, везде нас встречали вот как хороших гостей. И самое главное, что показывали свое гостеприимство и показывали вообще свою часть этноса и быта. Это для нас было очень важно, потому что нам хотелось это показать в фильме. Поэтому везде люди хорошие. Нам плохих людей еще не встречалось. Я надеюсь, что не встретится. И это очень хорошо. Это очень хорошо. Они замечательные люди. Все народы у нас самые лучшие. И такой вопрос. Вы были в моем городе, я сам с города Удачный. Вы там были. Там самый глубокий карьер. Как вы думаете, есть ли туда возить туристов? Да, конечно. Даже про Мирный я всегда говорил, не говоря уж про Удачный, он еще более впечатляющий, что вот это точно так же, как спрыгнуть с парашютом. Рассказывать про, как ты спрыгнул с парашютом одно, но рассказывать бесполезно. Нужно взять и сделать вот этот шаг из самолета. Вот здесь точно так же. Можно сколько угодно смотреть фотографии этого карьера, видео, но это ни с чем не сравнимо с теми эмоциями, когда ты подходишь к краю этой бездны. Поэтому однозначно все туристы, которые будут ехать, они должны посетить и в Мирном, и в Удачном эти карьеры, и увидеть вот это вот творение, сумасшедшее творение рук человека, что настолько вообще в принципе это возможно. Очень здорово, очень взрыв эмоций при первом посещении этого карьера это точно есть. А когда внизу сидишь на самом глубоком месте, это карьера, и видишь северное сияние, вот это самый замечательный момент. Тогда ты хочешь жить. Здесь я могу сказать, вы мне подарили еще одну мечту. Спуститься вниз и посмотреть. Обязательно сделайте так. Спасибо большое. Так, давайте еще вопрос из интернета. Напомню, что сейчас идет прямая трансляция, и хочу передать всем, кто смотрит прямую трансляцию. Ребят, молодцы, что вы с нами. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Она идет на канале Саха-Медиа. Ставьте лайки, все по классике. Вот, поддерживайте каналы. И вообще площадка здесь Саха-Медиа, которая всегда нас гостеприимно встречает. От нас и от меня лично я хочу сказать большое спасибо. То есть не только всем жителям Республики Саха-Якутия, но и отдельно площадке Саха-Медиа. Спасибо вам. Так, дальше двигаемся по вопросам. Есть ли у вас в планах посетить другие места России, например, Сахалин? Да, ребят, есть, и мы на самом деле каждый год путешествуем, и не только здесь в одном регионе. Лично я был и в Сахалине, и на Камчатке, и на Сахалине, и на Чукотке. То есть вообще все области
Дальнего Востока я посетил, а многие и не один раз. И у нас часть команды абсолютно так же. Поэтому мы путешествуем в обычной жизни, делаем это много, и именно поэтому мы являемся профессиональными путешественниками. Вот. Так что, да, будем, планы есть, но следующий год все-таки мы хотим нацелиться именно на создание туристического продукта здесь, на территории вашей республики. Здесь я добавлю про Сахалин. Я, наверное, единственный в мире, кто заехал на автомобиле по льду на Сахалин, проехал его весь по дорогам на самый север, и потом с севера точно так же по льду пересек его и заехал в устье реки Амур, в Николаевск-на-Амуре. И это отличный, интереснейший маршрут, зимний, автомобильный, и я давным-давно про него рассказываю Богдану, давным-давно его туда заманиваю, и я точно знаю, что я туда его заманю, и мы точно приедем зимой на автомобилях на Сахалин и покажем, что так тоже можно проехать и показать именно вот эту жизнь. Там есть западный Сахалин, там есть несколько отрезанных населенных пунктов, отрезанных от острова. То есть они на острове находятся, но они живут по времени материка, они живут за счет материка, они живут сообщением с материком, то есть летом это на лодках, зимой это на снегоходах, всю провизию возят и прочее, рыбу продают на материк. И вот про эти отдельные населенные пункты западного Сахалина, которые отрезаны от мира, обязательно надо будет рассказать и показать. Поэтому есть планы на Сахалин очень большие. Давайте еще вопрос из интернета. До какого числа будете в Якутии, именно в Якутске? Будем здесь до 24 числа. 24 числа улетаем в Москву, 23-го сдаем наши машины, поэтому сегодня и завтра, кто еще хочет, можно подойти к машине. Остановились мы в гостинице Тагендархан, она стоит там на парковке. Можно подойти и просто там сфотографироваться или просто посмотреть на машину без проблем. Машина у нас здесь будет до 23 числа до вечера. 24-го мы, да, завтра еще один день. Так, вот сразу пришло. Махтал от республиканского медиацентра Саха-Медиа. Махтал вам в ответ. Да. Здравствуйте. Да, слышно. Как Саня сказал, лучше один раз вот это все увидеть, чем 100 раз это слышать по фотографиям, там, видеть, да, вот мы как бы взяли и поехали по вашим следам и стали вторым экипажем в Юрунхая. И также теперь у нас новая мечта на Микспакса. Вот один вопрос такой. Когда вот это все видели, у вас слышали, это как-то что-то с космоса что-то было, там представления такого не было. А вот сами побивали, теперь вот представление есть. А почему вот маршрут в прошлом году у вас был, когда с Новосибирских островов возвращались, крюк, вот этот смысл был делать или есть все-таки можно пройти Юкагир, Русское Устье или с Новосибирских островов сразу? Да, я понял, о чем речь. Давным-давно и много лет я уже разрабатывал этот маршрут, то есть уйти сразу с мыса Святой Нос на восток, в сторону устья реки Индигирка. Но там две проблемы. Одна проблема, а одна, просто такой факт. Первое – это 800 километров, ничего абсолютно живого, и нет возможности дозаправиться. То есть это 800 километров целины, ни единого следа, без дозаправки. Для машин не пикапов это прям проблематично. То есть запас топлива, который мы брали с собой, он был на пределе. Без заброски топлива это был бы риск. Поэтому одна из причин, почему отказались. Вторая причина – это там реально ничего нет. Там плоский берег, ничего живого, ни одного населенного пункта. А пройдя через Депутатский, мы проехали целый ряд населенных пунктов, которые посетили, которых рассказали, которые показали. Поэтому именно в пользу того, чтобы проехать по таким непосещенным нашей командой поселкам, отказались именно по движению вдоль побережья. Нужно сказать, что вот человека, кто сейчас задавал вопрос, зовут Мирлан. Мирлан наш давний подписчик, теперь уже наш друг, живет здесь в Якутске. И в этом году он поехал по части нашего трека, то есть когда мы ездили до Новосибирских островов, сам сложный этап переезда Новосибирских островов Мирлан не поехал, но, во-первых, он ехал в одну машину, во-вторых, это все-таки действительно сложно, но трек по Зимникам большой, до Тикси, от Тикси до Нижнеянска,
И оттуда через Депутатский, через Белую гору до Русского Устья, и через Индигирскую трубу, и через Уснеру назад сюда в Якутск. То есть это большой действительно круг. Он проехал, и молодцы, сделали они это на одной машине. Вот и я подписан на Мирлана, смотрю его посты и сторис. То есть там у них, как говорится, эмоций настолько много, что они даже в штаны помещаются. Вот. Молодцы. Я этому рад, потому что одна из целей всего, что мы делаем, это популяризация туризма, популяризация тех мест, где мы находимся. И я уже говорил, что если после наших фильмов, если после наших постов в социальных сетях хотя бы один человек выйдет из дома и скажет: я отправлюсь в путешествие, пусть в соседний регион, пускай в соседний город, но туда, куда он еще не ездил, я буду самым счастливым человеком и скажу, что мы это сделали не зря. А когда ты видишь просто уже не сотни, не тысячи, а сотни тысяч человек, которые после того, как, посмотрев наши фильмы, куда-то отправлялись, и причем ездили по нашим маршрутам, по другим абсолютно маршрутам, то это, наверное, большая заслуга. И вот за это я действительно искренне рад. У меня есть две вещи, которыми я горжусь, помимо семьи. То есть мы сейчас это все вот отодвигаем в сторону, то есть именно в работе. Это как раз вот создание контента, который мотивирует на путешествие, создание контента на любовь к своей родине, на уважение людей, вообще абсолютно всех. И второе – это романтизация Арктики. Я всегда говорю, что если Саша у нас водитель номер один, там Антон снимает круто, Саша делает крутые фотографии, у меня все скромно. Я ответственный за романтику в Арктике. Вот романтизация Арктики, как раньше все хотели быть космонавтами, геологами, полярниками. Вот задача какая. Чтобы человек захотел туда поехать. Он может туда поехать в путешествие, на работу, еще с чем-то. Но вот романтизация – это такая вот важная вещь, которая на самом деле является очень сильным мотивационным инструментом. Вот. И тут же мы возвращаемся в интернет, где есть тоже вопрос интересный. Где и когда на трассе вы помогали водителям в Якутии и чем? Я скажу, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно перейти на канал про путешествия в YouTube и посмотреть. Можно прям любую серию включить, практически в какой-то серии, где она проходит по дорогам общего пользования или по зимникам, мы останавливаемся рядом с кем-то и всегда кому-то помогаем. Это неписанный закон севера, который здесь на севере работает по умолчанию, но чем дальше мы отъезжаем от севера к центральным регионам России, тем он все меньше, 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 меньше. Связано это с тем, что, во-первых, здесь живут хорошие люди, а во-вторых, необходимость остановиться и помочь здесь просто вот через равна жизни. Потому что если человеку не помочь, то он может замерзнуть, ну и дальше вы сами понимаете, какие могут быть последствия. То есть здесь помощь, вообще взаимопомощь, она вот чем суровее регион, чем больше вот в нем каких-то факторов мороза, еще чего-то, тем люди помогают просто по умолчанию друг другу. И вот здесь, безусловно, когда мы находимся не только в вашем регионе, но и в других регионах, я всегда стараюсь остановиться и помочь. И это норма, и опять же, об этом мы рассказываем и в своих фильмах, и в своих постах, что друг другу надо помогать. Это простые вещи, выполняя которые, будет всем только лучше от этого. Относитесь к людям так, как вы хотите, чтобы они относились к вам. Здравствуйте, Олеся Сосина. Очень рада вас видеть. Так, в конце 2020 года, перед Новым годом, пришел инсайт. Ездила по городам России, путешествия, у нас, да, получается, у жителей. Пришел инсайт, считая себя патриотом своего народа, я, получается, не видела северные районы, не ездила даже в Вилюйские улусы. И наша Родина, вот эта сила, вот это, получается, наша природа. И в прошлом году, когда тоже работала в республиканском штабе по тушению пожаров, когда я реально слышала, как лес горит, как лес плачет, да, наша природа, что нужно именно здесь собираться и помогать именно развитию туризма. Ага. Но это было как в мечтах, и я очень благодарна за ту встречу, что тоже как-то судьбоносная, да. И сама планировала, но из-за того, что наставников не было по районам,
И как-то по сторизам, по постам уже смотрела, не все, да, видео после вашего отъезда, но каналы в Ютубе. Очень реально это мотивирует. И реально вы делаете то, что мы, жители, ну, не в силах это все посмотреть, потому что на цены именно вот очень дорогие, ну, самолет. Лучше в Москву слетать, да, быстрее, чем, например, вот в тот же Набарский район. Вот это тоже большая проблема. И со своей стороны, получается, вот за те дни, да, что вы были, очень много изменилось. Приехали, наверное, и, ну, не будем рассказывать, да, ситуация и в своей личной жизни, и в работе. И получается, сейчас уже сами в тот раз рассказывала, регистрируем продюсерский центр, с магазина ушла. И именно будем заниматься вот сообществом девушек, которые в плане туризма, да, тоже встречались, и уже это будем регистрировать как оно, ну, как НКО, чтобы участвовать тоже, чтобы поддержка была. И очень хочется с вашей стороны тоже советов, и не то что советов, да, реальных вот планов действий. Мы здесь останемся, и уже тоже мечта вот именно увидеть вот этот мыс. Реально, это вообще, ну вот то, что стоит. Я сама прыгала в Сочи, где вот Сочи парк, 207 метров, и с этого, поэтому, а вот здесь, ну, когда Саша рассказывала, и даже вот ощущала, что вот идешь до вот 200 метров, вот хочется реально вот это прочувствовать и помочь своим землякам. И вот сейчас, пока до этого сразу в Набарский район, наверное, ну, может получится, да, но пока в близлежащих районах вот хочу начать именно не только Ленинские столбы, да, которые уже все знают, но именно собирать людей и уже показывать, например, в своем блоге, что реально, ну, реальную жизнь наших земляков. Вот. И вопрос, наверное, к Антону, ну, ко всем, к Саше, да. Можно использовать вот видео, фотографии, например, ну, хочется отдельный аккаунт, чтобы, ну, просила вот это классные фотографии, видео. Представляем, что мы там сами тоже. Можно ли использовать? Спасибо. Да, все фотографии, которые есть, допустим, у нас в соцсетях размещены, вы можете смело их брать, указывать, где вы их взяли, и, пожалуйста, да, пользуйтесь. Это же и ваша природа. Вот, поэтому... Да, здесь хочу сказать, что вот, например, бывая в Дагестане ежегодно по несколько раз в год, я заметил, что там очень сильно развит внутренний туризм, внутри региона. То есть дагестанцы очень много путешествуют по Дагестану. И это не только касается этого региона, да. Вот ваша одна из задач должна стоять, чтобы привить среди жителей Саха-Якутия путешествовать по своему региону в первую очередь. Да? Здесь же можно сесть на машину и поехать в Оymякон. Много ли жители Якутска были в Оymяконе? Ну ведь немного. Вот вы это можете показать на своем примере, что вы живете и каждый выходной, каждые там какие-то праздники, вы берете, садитесь и скинулись на компанию и сели и поехали. И это очень классно, и это очень недорого в первую очередь. На складчину, на машине доехать до Юрюн-Хая намного дешевле, чем все эти люди сядут на самолет, туда полетят. А за праздники, например, это можно сделать за какие-то там 4-5 дней. В принципе, возможно, если меняться за рулем, если спокойно выбрать погоду хорошую, да, то есть и то, мы говорим Юрюн-Хая, это очень далеко. Есть здесь гораздо ближе много интересных мест. Батагай. Батагай, провал, вот этот кратер Батагайский. Да много ли жителей Якутска вообще, в принципе, из Якутии были на Батагайском кратере? Единицы. А это же сумасшедшее просто место. Поэтому вот вам, наверное, надо сделать ставку на развитие внутреннего туризма внутри региона. А я чуть-чуть отвечу вам на якутском. По крайней мере, попробую. Минуча. Хото дойдо анабар. Для того, чтобы показать народу Саха о том, какой там Юрон-Хар. Махтал. Махтал. И, кстати, подарок-то пригодился? Забыла. Конечно. Вся команда его активно. Конечно. Спасибо. Спасибо огромное. Да, спасибо вам большое. Ну, наверное, давайте заканчивать нашу встречу. Спасибо вам, кто пришел сюда офлайн. Спасибо вам большое, несмотря на то, что был вот один из вопросов, почему так мало народу. Сегодня рабочий день, нужно понимать, что многие люди на работе, но мы приехали в будни, и как бы так вот получилось. И приглашение мы разместили буквально за несколько часов до... Да. Вот, к сожалению, так получилось, что мы не вчера об этом известили, поэтому все онлайн.
Да, и получается, спасибо всем тем, кто смотрит прямую трансляцию и будет ее смотреть в записи. И за ваши вопросы всем огромное спасибо. Да. В прошлом году меня познакомил с вами замечательный человек Ярослав. Я с ним сам познакомился. А он меня знает по добрым делам. Я искал видеоролик, как мы сделали доброе дело. Если вы помните. Мы поехали сначала к бабушке, которая без ног, без рук. И отдали как раз наши продукты, которые у нас были старые. Да. Ага. Ролик смонтирован, но мы его хотим выпустить отдельным роликом, потому что в поездке ну как бы там была природа, а тут резко такая социальная. И мы его выпустим отдельным социальным роликом. Не успели его сделать, потому что у нас закончился регион, и мы уехали сюда в экспедицию. А уже по приезду он будет смонтирован, материал хороший, вот. И он больше, знаете, как он больше социальный. Да, там, кто не знает, я такой сделаю легкий спойлер. Мы приехали, и у нас осталось огромное количество замороженной еды. Блинчики, пельмени, что-то еще, там какие-то сладкие конфеты. И мы вот обратились и вместе поехали в слабо защищенные социальные слои. То есть мы приехали к бабушке, да, которая без ног, мы приехали к детишкам из многодетных семей, приехали в дома, где живут вот социальные по расселению, и просто все это раздавали детям, раздавали это. То есть это такое, это не хайповая тема, поэтому я хотел бы, чтобы она вот была как социальный проект. Поэтому мы решили не хайпануть на это мимолетно, а сделать отдельно уже такой более как проект, как социальный. Вот, поэтому все это будет, материал снят, все будет. Еще такой вопрос. Летом к нам не хотите прилететь? У нас будет в этом году СЭХ. Глава города Евгений Николаевич разрешил. И если есть возможность, прилетайте. А какого числа он будет? В конце июня месяца. Да. Июня, да? Да. Ну, возможно, мы приедем, потому что в начале августа мы отправляемся как раз туда же, в район Оленька, на рыбалку на Таймене. Поэтому есть вероятность, что мы приедем. Вот. Да, спасибо еще раз. Всем махтал. Да. Спасибо. Спасибо.